Я продолжаю писать карту дня на 9 января. Это вторая часть, где я смотрю следующие 6 знаков зодиака от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков от овнов до дев, вам нужна первая часть. Ссылочка на нее есть под этим видео в описании. Или у меня на канале в плейлисте карта дня. Также есть обе части до каждой карты дня. Я каждый день делаю. А я продолжаю смотреть события дня для весов. Так, покажите мне весы. 9 января. События дня. Смотрим. Воскресенье. Что у вас ждет, весы? Ага, первое, что вижу, это свидание. Может быть. Ножницы. Это решается какое-то дело. Прибыль, сундучок, получаете деньги. Может быть, вот как раз дело, да, с деньгами решается какой-то вопрос у вас. Хорошие новости получаете. Подкова. Это удача, везение. Ведь вам везет в воскресенье. Поэтому у вас тут все так хорошо складывается. Ага, она тебе рядышком неприятность. Да, не все коту масленица. Так, неприятность. Ну, в этой колоде тут непонятно, да, по вашей вине, не по вашей вине. Ну, на всякий случай, да, постарайтесь быть очень осторожными. Смотрите, еще и рядом выпадает болезнь. Да, то есть это, скорее всего, может быть связано со здоровьем, какая-то неприятность. Так, проверяем периметр, смотрим, что здесь. Нет совпадений. Кораблик нельзя, события в доме нельзя, здесь нет. Нет, нет, нет. Нет совпадений, нет. И есть еще чемоданчик. Чемодан – это разлука, расставание с кем-то, может быть. Да, вы можете кого-то провожать, допустим, с чемоданом. Так, смотрим, что получается. Свидание в этот день. Решается какой-то вопрос, вы получаете хорошие новости, вы получаете деньги. У вас удача, везение. Потом идет какая-то неприятность. Неприятность, да, то есть это то, что, скорее всего, если это будет по вашей вине, то это мы делаем, знаете, вот как из-за ошибки, невнимательности, неосторожности, не смотрели под ноги, неправильно заполнили, да, что-то там, неправильно не туда отправили, да, то есть, вот эти наши обычные ошибки, и из этого, да, вот потом какие-то проблемы возникают. Так что постарайтесь, да, вот следить за каждым своим действием, возможно, вы избежите этой неприятности, ошибки. Также еще показывает, могут быть у вас болезненные какие-то состояния, да, то есть, что-то со здоровьем не очень. Или, как вариант, может быть, вы планируете посетить поликлинику, да, больницу, тогда выпадает тоже болезнь, если есть в планах. И разлука. Вот такой день, весы у вас. Да, вот так все хорошо начиналось, и вот тут вот, да, заканчивается неприятностью и болезнью, как-то не очень. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Скорпионы. Смотрим события для скорпионов. 9 января, воскресенье. 9 января, воскресенье.
События дня для скорпионов. Покажите мне. Так, скорпиончики, смотрим, что там такое намечается. Угу. Сразу вижу письмо. Письмо — это документ, да, документ, бумага, справка, билет, то есть какая-то бумага получаете. Может быть посылка, может быть еще просто иногда проигрывается как новость, получение новости. Если это не документ, то это новость, скорее всего. Застолье может быть в этот день у вас, воскресенье. Так, тайное свидание какое-то. Также может быть тайные встречи. Удача, везение, подкова. Исполнение желания, жалко, нельзя. Верность, гармония в паре. Может быть какое-то событие в паре в этот день. Поэтому, может быть, из застолья что-то отмечаете. Ожидание. Скользкое дело. Какое-то заманчивое предложение, да, от которого лучше отказаться. Так, смотрим периметр. Флаг, победа. Ну, раз победа, наверное, тут разберетесь с этой ситуацией. Гости. Похоже, у вас свидание будет в гостях. Так, якорь еще есть, да, то есть, и скорее всего, что вы проведете там много времени, да, якорь показывает, что вы где-то заякоритесь надолго в этих гостях. Почти весь ряд переложили сюда. Так, хорошо, смотрим теперь здесь. По вертикали нет совпадений, нет, больше не вижу совпадений. Смотрите, что получается. Очень много событий, просто вот сколько, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 событий. Получение информации, документа, гости, свидание. Вы в этих гостях проводите много времени, застолье, гармония в паре, счастье. Ну, это скорее это удача, везение, да, чем счастье. Ожидание. Может быть, вы ожидаете, да, вот этих событий. Скользкое дело и победа. Победа — результат достижения. То есть, ну, то, что вы планировали на этот день, вы все получаете, да, по флагу. Единственный минус этого дня, да, при таком большом количестве событий хороших, это вот какое-то скользкое предложение. Поэтому, да, ухо востро. Любые предложения перепроверять, да, переспрашивать, уточнять, консультироваться, да, лучше. Потому что здесь можно согласиться, а потом очень сильно пожалеть, да, что вы в это ввязались, в эту авантюру, так сказать. Так что, скорпиончики, вот такая у меня информация. День будет очень насыщенный, да, событиями. Так. Перехожу к стрельцам. Стрельцы. Смотрим события для вас. Стрельцы.
Стрельцы, события дня. Стрельцы, события дня, 9 января, воскресенье. Гости, первое, сразу же выпадает стрельцы. Будете в гостях или гости будут у вас. Да, приглашение, скорее всего, вы, наверное, в гостях. Получаете приглашение. Шарики не получается. Возможно, придется ехать. У меня карточка упала, да, то есть это поездку часто показывает. Горячая любовь. Вдвоем. То ли поедете вдвоем в гости, то ли в гостях встретите свою половинку. Да, то есть человека, которого любите или полюбите. Пустые разговоры. Колокольчик, будете много болтать в этот день. В общем, будет, да, что с гостями обсудить. Так, корона. Корона – это встреча с каким-то важным, влиятельным человеком в этот день. Может быть, у кого-то вторая половинка, да, то есть рядышком выпадает в короне. Имеет власть. Свидание. Сундучок здесь нельзя, здесь зафиксировано. События в доме. Это, скорее всего, знаете, как это не у вас в доме, а имеется в виду в родне. То есть у кого-то, у родственников какое-то событие. Поэтому здесь, видно, и приглашение есть, и гости. Оптимизм. Свечи всегда показывают. Да, то есть такой оптимистичный настрой у вас. И смотрим периметр. Нет. 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 Казенный дом еще есть. Это посещение какого-то госучреждения. Ой, упала у меня 9. Слушайте, может быть, это ЗАГС, брак, может быть, у вас роспись, расписываются, да, события. События, роспись, тогда человек при власти, это человек, который расписывает, горячая любовь, да, пара. Очень похоже на свадьбу здесь, что вы, да, идете на свадьбу. Так, замок. Замок – это открывается какая-то информация, тайна для вас. Или еще иногда бывает что-то закрыто. Да, то есть вот у вас последнее событие, что-то закрыто. Допустим, куда-то приезжаете, а там закрыто. Так тоже может быть. Хорошо, смотрим. Значит, что у вас получается? Первое. Гости, госучреждения, приглашения. Очень много разговоров в этот день. Вторая половинка, то ли встреча, то ли вы вместе с этой половинкой, да, в гостях. Встреча с влиятельным каким-то важным человеком, событие, свидание, оптимизм и что-то закрыто. В конце еще, да, то есть в конце еще может быть что-то закрыто или открытие какой-то информации, да, то есть какой-то тайны. Вот такой день, стрельцы. Ну просто вот очень много событий. Благодарю за внимание. Переходим к козерожкам. Прям очень интересно, что там у вас за событие такое. Какое-то масштабное прям. Так, хорошо. Смотрим козерогов. Козерожки, козерожки. 9 января. Воскресенье. События дня. Покажите мне для козерогов.
Угу. Деловая встреча. Первое, что у вас вижу. Подарок не получился. Слезы. Победа. Я так понимаю, что это слезы радости, да, от какой-то победы, от какого-то достижения в этот день. Так. Сейчас посмотрим еще периметр. Здесь нет. Нет. Ага, вот смотрите. Было какое-то нерешенное дело у вас. Вы не могли очень долго решить, да, цепь. То есть, ну, возможно, даже несколько месяцев. Долго-долго не могли. И вот именно в этот день, в воскресенье, не знаю, как что там в воскресенье можно решить, но у вас что-то решается в воскресенье. Победа. Вы наконец-то побеждаете, да. То есть, может, это как-то связано с делами. Так, сейчас здесь нет. И здесь глубокая печаль. После победы сразу идет печаль. Ну, иногда бывает такое, да, когда мы долго, да, что-то вот не могли сделать, потом сделали, да, то есть идет такой пик эмоций, да, это радость, а потом идет, иногда бывает, да, следом за радостью идет глубокая печаль от того, что как бы, да, вот теперь с этим нужно расстаться, что все это закончено, да, пора ставить точку и отпускать эту ситуацию. Так что может даже на секунду взгрустнуться вам. Так, смотрите, что получается. Деловая встреча, нерешенное дело и победа. То есть решается какое-то дело. А это, кстати, может быть и что-то другое, то есть слезы и глубокая печаль. Это может быть что-то позже, после того, как вот это уже дело закончилось, какая-то ситуация, что-то узнали, какую-то новость, произошло какое-то событие, да, которое вот вас очень сильно тронуло. Прям до глубины души, до слез. То есть вот может что-то тронуть. Ну, там можно фильм какой-то смотреть, да, и может тронуть этот фильм. Либо кто-то что-то расскажет, да, и вас вот как-то вас что-то очень тронет в этот день. Вот такие события, козерожки. Событий мало, но зато вот есть какая-то очень важная победа для вас в этот день. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Меняем знак и смотрим. Водолеи. Водолеи, 9 января. Воскресенье. События дня. Так, смотрите, водолей, у вас может быть какая-то дорога, поездка в этот день. Или еще иногда, как вариант, сборы в дорогу, да, то есть что-то покупаете, собираете вещи, пишете списки, да, то есть вот иногда так проигрывается, когда в нашей голове крутится дорога, билет можно выбирать, там отель какой-то выбирать, да, либо место, куда ехать, ссора, может быть, да, вот еще и будете ругаться по этому поводу, как ехать, куда ехать. Казенный дом, это какое-то госучреждение. Это, кстати, может быть с дорогой, например, аэропорт, ЖД вокзал, автостанция. Может быть, там поругаетесь с кем-то. Подарок.
Хорошо, смотрю периметр. Что мне кажется, что вот тут что-то есть, но не вижу, что. Ладно, так, смотрим здесь периметр. Слезы. Слезы могут быть. Дальше здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. События в месяце. Что-то, что происходит с вами каждый месяц, произойдет 9-го. Ножницы. Решится какое-то дело у вас в этот день. Решится какое-то дело. Так, здесь нет совпадений и нет совпадений. Получается, первое, что было, дорога, поездка, ссора, госучреждение. Это, кстати, может быть больница, например, да, нужно заехать, взять справку, да, для того, чтобы ехать куда-то. Либо это вот аэропорт, ЖД, автостанция. Подарок. Решается какой-то вопрос, события, которые происходят с вами каждый месяц, происходят в этот день, и слезы, да, причем слезы стоят как бы отдельно от всех событий, поэтому они просто вот могут проиграться, да, то есть это может вас лично не касаться какая-то ситуация, вам кто-то что-то рассказывает, да, или что-то происходит, и вы переживаете сильно, но это не касается вот этих событий, понимаете, может так еще быть. Вот такая информация по долечке. Либо слезы и ссора, как вариант, могут вместе проиграться. То есть какая-то ссора доведет вас до слез. Так что смотрите, да, если не хотите испортить себе настроение такое, да, вот путешественника, то лучше, конечно, ни с кем не ругайтесь. Так. Благодарю за внимание, водолеи. Переходим к рыбкам. Рыбки. 9 января. 9 января. Воскресенье. События дня. Так, рыбочки, первое, что вижу, это обман. Поэтому, смотрите, нужно быть очень осторожными. Может быть, кто-то не специально, да, но вот может быть обман. Колебания, сомнения. А, кстати, может быть обман с вашей стороны тоже. И может быть колебания, сомнения показывают, вы думаете, стоит, да, вот приврать или не стоит. Так тоже может быть. Приглашение. Ага, смотрите, вас могут куда-то позвать, а идти неохота, да, и вы можете думать, да, вот, может быть, мне что-нибудь придумать, да, сказать там, что я занята. Ну, это как вариант, да, то есть это вот я люблю иногда эти истории сочинять, сейчас я их не сочиняю, чтобы вас не запутывать. Ключик, все в ваших руках. Угу, пропустила нерешенное дело. Какое-то дельце еще у вас будет, но я тут пока не вижу, да, чтобы оно решилось. Скорее всего, так оно и останется нерешенным. Так, смотрим по периметру, что здесь. Есть совпадение или нету? Нет совпадений. Конфликт. Мечи, причем конфликт серьезный.
иногда проигрывается как желание отомстить. То есть конфликт уже был ранее, а в этот день, да, подворачивается возможность человеку как-то вот отомстить, сделать больно. Ну, такими вещами лучше, честно говоря, знаете, не заниматься, да, потому что для этого есть вышестоящая инстанция, да, которая этим занимается. Это вот как бы не в наших правах, да, выносить эти вердикты, кому мстить, кому не мстить. Так, болезнь нельзя, потому что мне нужно перевернуть карточку, а я не могу, тут зафиксировано. Значит, смотрите, у вас идет обман, колебания сомнения, приглашение, ключ есть все в ваших руках в этот день, да, поэтому, то есть, ну, как бы вы можете делать все, что хотите, то есть у вас все будет получаться в этот день. Нерешенное дело, возможно, даже нерешенное дело можно будет решить, потому что если выпадает ключ или ножницы, да, это говорит о том, что то, что долго тянулось, то, что долго не получалось, в этот день может получиться, да, вот если попробовать решить эту ситуацию. И еще может быть какой-то серьезный конфликт, ну или уже конфликт, если был, тогда возможность как-то вот человеку сделать неприятно, но лучше этого, конечно, не делать. Благодарю вас за внимание, рыбки. И жду вас на своих новых видео.